Здравствуйте, в эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке в положенные сроки не сданы 224 многоквартирных дома, которые возводятся на средства граждан. Об этом сообщил генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка на совещании по проблемам дольщиков, которое прошло в Хабаровске. За год и 3 месяца прокурорами выявлено 4,5 тысячи нарушений в области долевого строительства, в связи с чем 740 должностных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, отметил Юрий Чайка. Напомним, что с 1 июля 2018 года вступают в силу законодательные поправки, существенно меняющие правила долевого строительства. Завоз топливно-энергетических ресурсов в районе Якутии продолжается. В текущий навигационный период для нужд государственного предприятия ЖКХ РСЯ с пунктов поставки запланирован завоз топливно-энергетических ресурсов в количестве 424 100 тонн. Из угольного разреза Джибари-Кихая поставка и отгрузка твердого топлива в количестве 233 100 тонн. С Алекминской нефтебазы запланирована поставка нефти в количестве 80 тысяч тонн для нужд производственных филиалов. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Дальний Восток получит дополнительно около 1 миллиарда рублей из федерального бюджета, сообщила в четверг первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко. На сегодня действительно программа социально-экономического развития Дальнего Востока является приоритетной. Рассматривая изменения в проект федерального бюджета на 2018 и последующие годы, хочу сказать, что, проведя экспертную оценку, мы удовлетворены тем, что более 1 миллиарда рублей дополнительных средств будет предусмотрено в законе об изменениях федерального бюджета, который мы примем в самое ближайшее время на развитие дальневосточных территорий. Нефть в 2018-2020 годах будет в среднем стоить $68 за баррель. На относительно высоком уровне ее поддержит продление сделки ОПЕК+, по заморозке добычи. Об этом говорится в макропрогнозе Российской академии наук. В исследовании отмечается, что при этом курс доллара за 3 года вырастет на 4,7% и к 2020 году составит 64 рубля за доллар. К евро рубль напротив укрепится с 73 рублей 30 копеек в 2018 году до 70 рублей 40 копеек в 2020. Ну а пока курс валют выглядит следующим образом. На 7 июня 1 доллар по курсу Центробанка стоит 62 рубля 1 копейку. Укрепление на 3 копейки. За 1 евро дают 72 рубля 86 копеек. Укрепление на 35 копеек. Якутия вошла в десятку рейтинга российских регионов по благосостоянию семей. Показателем рейтинга является объем свободных средств, остающихся у семьи после обязательных расходов. Эксперты подсчитали, что в среднем у семьи с 2 детьми, проживающей в республике, после обязательных расходов остается 54 956 рублей. У семьи с 1 ребенком 71 938 рублей. Исследование проводило агентство РИА Рейтинг. Расчет проводился путем сложения средней в регионе номинальной заработной платы двух взрослых и вычитанием из полученной суммы региональных прожиточных минимумов взрослых и детей. Доходы России от экспорта нефти в январе-апреле 2018 года выросли на 29,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 39 миллиардов 561 миллион долларов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. Общий объем экспорта нефти за январь-апрель 2018 года составил 85 миллионов 668 тысяч тонн, рост на 3,3%. Доходы от экспорта природного газа в первом квартале выросли на 32,2% до 16 миллиардов 400 миллионов долларов. Экспорт нефтепродуктов за январь-апрель 2018 года составил 53 миллиона тонн, снижение на 1,8%. В денежном выражении 25 миллиардов 287 миллионов долларов, рост на 20,9%. Агентство стратегических инициатив в рамках подготовки обновленного плана по улучшению инвестклимата в России предложило регистрировать компании не по физическому, а по электронному адресу. Как сообщалось ранее, Минэкономразвития Российской Федерации внесло в правительство проект плана по улучшению делового климата до 2024 года, разработанного совместно с другими органами исполнительной власти, а также с Агентством стратегических инициатив. Как сообщили в агентстве, ключевое внимание при разработке новой модели уделено формированию комфортной цифровой бизнес-среды. У бизнеса появились новые потребности. Создание единого плана как раз позволит решить многие проблемные вопросы с учетом уже новых запросов от предпринимателей.
Поведенческая модель российской молодежи может подорвать основы пенсионной системы, говорится в докладе Центробанка «Основные направления финансового рынка на период 2019-2021 годов». Эксперты регулятора считают, что представители поколения, родившегося в 1980-2000-х годах, активно копят деньги, однако используют аккумулированные средства для получения качественных впечатлений по своей мотивации, не всегда ориентированных на перспективу. Подобная тактика может оказать серьезное влияние на баланс сбережений, а это, в свою очередь, подорвет устойчивость существующей модели пенсионной системы, считают в Центробанке. Тем временем власти разрабатывают систему индивидуального пенсионного капитала. Она будет включать 3 варианта пенсионных выплат – срочные, бессрочные и гибридные. Об этом сообщил первый зампредседателя Центробанка Российской Федерации Сергей Швецов на Международном финансовом конгрессе. Как пояснил представитель регулятора, срочный план действует на срок от 10 лет с ежегодной индексацией и может наследоваться. Второй вариант, бессрочный, подразумевает пожизненную пенсию, но без наследования. Третий гибридный вариант включает скользящие выплаты с ежегодным расчетом пенсии и правом передачи ее по наследству. Минфин Российской Федерации не намерен смягчать бюджетное правило, которое не позволяет тратить дополнительные нефтегазовые доходы, появляющиеся, если цена на нефть превышает $40 за баррель. Все, что выше, идет в резервы. Изменение бюджетного правила в части структурного уровня цены на нефть невозможно. Этот вопрос не обсуждается. Корректировка бюджетного правила привела бы к снижению предсказуемости макроэкономических условий для бизнеса и граждан, поставила бы под угрозу достижение низкой инфляции и ухудшила бы инвестиционные проекты, считают в Минфине. Напомним, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее называл изменение бюджетного правила альтернативой повышению налогов и предлагал увеличить цену отсечения нефти до $45 за баррель. Из 10 российских вузов с самой высокой стоимостью платного обучения 8 расположены в Москве, 2 в Санкт-Петербурге, говорится в ежегодном рейтинге учебных заведений России. Самым дорогим российским вузом является МГИМО. Обучение здесь стоит 530 700 рублей в год. На втором месте Высшая школа экономики – 372 тысячи рублей в год. Далее идут Государственный университет Петербурга – 358 600 рублей, МГУ – 350 тысяч рублей и Всероссийская академия внешней торговли – 345 тысяч рублей в год. Во вторую пятерку входят Московский государственный юридический университет – 342 500 рублей в год, Финансовый университет – 315 400 рублей в год, Российская академия народного хозяйства и государственной службы – 310 тысяч, и Горный университет в Санкт-Петербурге – 260 тысяч рублей и Московский физико-технический институт – 250 тысяч рублей в год. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.